Испытано на себе. Всем привет, дорогие друзья! В рамках нашего проекта «Испытано на себе» чем я только не занималась. Это и хоккей, и различные спортивные секции, пилатес, стретчинг, скалодромы. Но сегодня мы окунемся в мир, который, в принципе, доступен многим, но мало кто, возможно, о нем знает. И это кроссфит. Что же это такое, в чем его изюминка и как проходят тренировки, узнаем сегодня. И поэтому мы решили посетить спортивный клуб «Тимир Ред», где уже вовсю идет тренировочка. Испытано на себе. Кроссфитчиков называют еще железными людьми. Действительно, это суператлеты, которые должны обладать различными навыками. И сегодня я попробую испытать на себе этот вид такого спортивного искусства. И меня в это окунет опытный тренер. Знакомьтесь, это... Здравствуйте, меня зовут Мубараков Рустам. Я являюсь кроссфит-тренером, фитнес-тренером, тренером по функциональной и кондиционной подготовке, также призером, чемпионом республиканских соревнований, командных соревнований по кроссфиту ГТО. Вот так вот. То есть Рустам у нас не просто обыкновенный тренер, он еще и призер у нас, то есть человек опытный. Но я думаю, бережно меня окунет в мир кроссфита. Самое главное, Конечно. бережно, Рустам. Хорошо? Да, сразу он задает вопрос. Так, значит, насколько ваша готовность? Занимались ли чем-нибудь? Вот отсюда сразу вопрос. Кому предназначен кроссфит? Миф это все-таки или это реальная истина, что сюда приходят только суперлюди, вот, которые физически сильны? Да, это, конечно же, миф, потому что мы здесь куем так называемых вот этих суперлюдей, железных людей. Сюда приходят абсолютно неподготовленные люди, бывают приходят бывшие спортсмены, профессиональные, то есть разный контингент абсолютно, от малых детей, там, с 14, а то и младше, и до, насколько я помню, до 60 лет у нас была женщина, которая в 55 отжималась вниз головой у стены, подтягивалась и бегала при этом. То есть... Очень интересно. Ну а в целом, Рустам, что такое вообще кроссфит, возможно, для тех, кто впервые слышит такое очень необычное название? Это вид функциональной тренировки с постоянно варьируемой интенсивностью от низкой до высокой, с различными высокоинтенсивными комплексами, силовой подготовкой, подготавливает ловкость, выносливость, координацию, включает в себя такие виды спорта, как гимнастика. Вот мы видим, да? Вот это гимнастика. Ну вот у нас силовая рама, вот это красная, это называется, это сердце зала, поэтому оно красное. Это силовая рама. Здесь у нас перекладины для подтягивания, вот такие возможные крючки, да, куда ставятся штанги у нас. Здесь мы делаем приседания, толчки и различную тяжелую атлетику. Вот. Это сердце вашего зала. Да, и вот мишени, сюда мы бросаем медболы, вот они у нас. Медболы от слова медицина, это медицинский мяч. Медицинский мяч это? То есть его еще надо швырнуть туда и попасть в эту точку, да? Да, попасть, поймать и Сколько снова весит? швырнуть. От 3 килограмм до 13 у нас есть мячи различные. То есть это сегодня мы тоже попробуем, да, я так Сегодня понимаю? попробуем, да. Нет, я вижу там вон маленький мячик, наверное, это по мою душу. Это немножко другой, это слэм-бол, он не бросается туда, он бросается в пол, и он тяжелее. Да вы что, вот так обманчиво, да, здесь все. Итак, значит, вот это сердце кроссфита, да, ну, вашего зала. Здесь я вижу, это все уже для тяжелой атлетики, да? Так, набор бамперных дисков для тяжелой атлетики, чтобы, во-первых, у нас полы, видите, прорезиненные, да, на бетоне. То есть мы бросаем штанги здесь, мы поднимаем их над головой, откуда-то с высоты корпуса и постоянно бросаем их, поэтому диски бамперные, не железные. Они из каучука, из резины, они отскакивают. Здесь я вижу, у вас еще и тренажеры есть, да, присутствуют? То есть без них тоже никак? Да, это кардиозона у нас такая. У нас есть 3 вида кардио-тренажеров. Это концепт 2 гребля. Это тренажер, который повторяет механические движения полностью академической гребли на байдарке. Есть даже профессиональные соревнования и рекорды
вот среди ребят, ну, которые занимаются академической греблей, в периоды межсезонья, когда открытая вода недоступна, они тренируются и соревнуются на таких тренажерах. Мы его сегодня тоже с вами испробуем обязательно. Вот Так, это Assault Bike, или же Airbike, по-разному его называют. Это штурмовой байк. Почему штурмовой? Такая есть, как сказать, гипотеза, что чем мощнее ты в него работаешь, тем больше он тебе выдаст калорий. То есть тут суть набирать калории в нем, ну или же мили. Вот. То есть здесь надо прям хорошо на нем работать и мощно. Это самый нелюбимый, кстати говоря, кардиотренажер у Серьезно? кроссфитеров. Да. То есть, а выглядит безобидно. Вот Ну, именно, да. Сиди и крути педали, а на самом деле... Вот это выглядит более устрашающим, да? Да, Но да, да. Крути педали, но на самом деле, да, чтобы он тебе что-то выдал, то есть какие-то калории, выдал мили, в него надо хорошо вкладываться. И руками, и ногами это очень сильно сжигает кислород в крови, и потом становится тяжело. Тяжело. Вот, поэтому, ну, опять же, все зависит от установки тренера, можно и прогулочным темпом на нем поработать и ничего не почувствовать. Вот, но когда задание там выложится, да, его не очень любят. И третий у нас пока один, такой вариант, это... Странная вещь, Да, это не сразу поймешь, что это. SkyErg, это имитация лыжный, ну, лыж, этот лыжный тренажер. Вот, он такой же на базе, как гребля, то есть у него такой же барабан. Здесь работается так на лыжах. Тоже кажется легко. Подумаешь, ерунда, как будто бы со стороны кажется. А вот здесь мы видим тех самых кроссфитчиков. То Так. есть кроссфитчик должен выглядеть так, по сути, да, Рустам? Да, это наш тренерский состав. Вот, выгравирован на стене. Вот, ну, такая Настоящие такие богатыри. То есть груда мышц это обязательно. Кстати говоря, на кроссфит приходят девочки. Да, у нас смешанные группы. Вообще нет такого подразделения на женские и мужские группы. Ну, периодически может быть, но в основном все группы смешанные, и девушки, парни вместе занимаются. На доске все разделено по весам, по видам даже упражнений. Вот, поэтому... Ага. То есть возраст не имеет особого значения, ну, начиная с 14 лет, мужчина, женщина, неважно. Уровень подготовки Уровень не важен. подготовки не важен, но ты постоянно будешь, значит, увеличивать свои результаты, да, Конечно. соответственно, и в этом весь смысл кроссфита, да? Да, смысл кроссфита масштабирование и периодизация нагрузки, то есть мы, исходя из более слабых упражнений, постепенно переходим по мере подготовленности человека к более серьезным упражнениям. Также происходит с весами, поэтому бояться здесь ничего не стоит. Испытано на себе. Давайте начнем с того, что я спрошу, какие противопоказания у вас Нет, есть? здорово. Боли в суставах? Нет. Никаких нет? Нет. Операций Нет. и травм последний год не было? Нет. Нет. Хорошо. Уже хорошо, да? Это хорошо, да. Значит, что мы сделаем? Давайте сделаем легкую разминку. Выполним один раунд. Сделаем первое движение. Это jumping джеки, бабочки. Ноги на ширине таза ставим. Разбрасываем ноги в стороны, касаясь носками пола. И касаемся руками над головой. То есть, и собираем. Это сложно? Это несложно. Попробуем? То есть прыгаешь и руки сюда. Да. Касаемся, то есть разбрасывая ноги, мы касаемся и обратно. И так. Вот, да. И Так, работаем так. на носках мягко. Так, Вот. так, 3, так, 4. Выполняем 20 повторений. Это есть- уже сложно. Ой, а координация нарушена еще, да? Вот. А То есть я не стараемся мы дышать больше. То есть, А я не считаю, вы считаете? ну, я думаю, да, есть 20. Хорошо. Хорошо, теперь моя такая задача в разминке еще бывает протестировать человека, Давайте. то есть как он приседает, мне интересно, как он наклоняется. Давайте сделаем с вами правильный good morning. Good morning — это наклон корпуса, сгибаясь в тазобедренном суставе. То есть мы ставим ноги на ширине таза, носки прямо. Нам важно собрать стопу, то есть мы стоим не расслабленно, не проваливаемся стопой вовнутрь, а слегка поддавливаем на внешнюю часть стопы. Видно, да, что мои колени, голени разворачиваются чуть-чуть, ну, прямо и немножко в сторону. Вот туда давим, короче. Ну да, только не отрываем внутреннюю часть стопы, а просто слегка переносим вес тела. Вот. Теперь, удерживая центр стопы, то есть не заваливаясь на носок и на пятку, держим руки на тазу, подсаживаемся, толкаем таз назад
и наклоняем корпус вперед. При этом голова у нас остается в нейтральном положении. Прекрасно. Прекрасно? Да, и выпрямляемся в исходное положение в верхней точке, выравнивая все суставы в одну линию. Снова делаем подсед, таз назад, наклон и подъем. Вот Сейчас, тут тянутся да, мышцы. верно. То есть мы работаем до легкого натяжения задней поверхности бедра. Теперь добавим правильное дыхание, то есть мы делаем вдох, подсед и на выдохе выпрямляемся. Хорошо? Хорошо. Сделаем еще, давайте 5 раз. Подсед, Подсед. таз назад, наклон вперед. Да, удерживая баланс на середине стопы. Хорошо? Так. Теперь все, вот вы уж отошли в сторону, и у меня все в голове смешалось. То есть вот эти упражнения, они это просто разминочные, да? Да, разминочные, но для кого-то они могут оказаться и полноценные, полноценно тренировочные. Нет, ну если тут тянет, это хорошо или Это плохо? хорошо. 5 сделала. Все, прекрасно. 3 сделала, ну Теперь ладно. мы пусть попробуем поприседать. О, Ставим ноги на ширине плеч, носки в стороны. Немножко, да, небольшой угол, отводя носки в стороны. Здесь также важно слегка подвернуть к внешней части стопы, чуть-чуть, то есть, да, не отрывая. И важно, удерживая центр стопы, мы делаем вдох, напрягаем пресс, толкаем колени в стороны и опускаем таз между ног, садимся на полной стопе, руки можно перед собой, пробуем сесть полностью вниз. Колени разводя в стороны еще. Еще? Да, пробуем. И встаем. Хорошо? Держим центр стопы, толкаем колени в стороны и встаем. Хорошо, на выдохе встаем. Вдох, пресс напрягаем, садимся и встаем. Хорошо? Еще один. И сколько раз так достаточно. делают девочки? Ну, Новички, девочки. бывают новички, ну, достаточно 5 раз бывает в нескольких кругах. Да, потому что я думаю, если раз 10-15 сделать, завтра уже Да. ходить будет больно. Хорошо. Вот, пробовали, да, разминочное движение. И еще одно движение мы с вами попробуем. Возьмем Давайте. коврик. А, допустим, есть ли какие-то вещи, которые в кроссфите отличают точно вас от других? Ну, вот это вот комплексы, да, вот этих упражнений, да? Ну, то есть чего нет вообще ни в одном другом, допустим, будь то пилатес, будь то, не знаю, просто тренажерный зал. Это вот эти мячи? Или мячи есть тоже? Броски митболов, ну, броски митболов, наверное, нет, да. Ну, я думаю, больше связанных между собой и в одном комплексе упражнений такого не может быть. То есть гребец просто гребет, бегун просто бежит. Тяжелоатлет просто поднимает. Кроссфитер делает это все в одном задании. Да, то есть поэтому и называют вас мега людьми такими, потому что вы все должны уметь. Хорошо, коврик у меня, поехали. Так, сейчас мы ложимся на спину. Я лягу здесь рядышком. Опля. Так, теперь ложимся. Так, наша задача прижать поясницу к полу. То есть мы слегка подкручиваем таз на себя. Угу. Да, почувствовали напряжение в прессе в этот момент, да, сразу? Появилось, хорошо. Поднимаем ноги перед собой, согнутые в коленях 90 градусов. По-прежнему продолжаем прижимать поясницу к полу, закручивая таз на себя. На себя колени не заваливаем, стопу чуть ниже. И делаем вдох, на выдохе толкаем одну ногу вперед слегка и возвращаем. А это Потом я знаю, это толкаем пресс другую. прокачивать, да? Да, это упражнение называется мертвый жук или же перевернутый жук, или просто жук. Но мы выполняем без движения руками, то есть именно ногами. Здесь, отводя ногу, нас будет раскрывать в поясничном отделе. Мы Да, сопротивляясь. обратно, оно обратно Да. вот так надувается. Да, мы, сопротивляясь мышцами кора, стараемся удержать поясницу прижатой к полу. То есть здесь мы контролируем нейтраль поясничного отдела, вот, да, тренируем мышцы брюшного пресса и сгибатель бедра. А у меня все равно все вот тут наверх поднимается. Поднимается, вот, да. А это надо, а вот так не поднимается, а потом начинаешь делать, и оно поднимается. Вот, поэтому здесь нужно контролировать длину отведения ноги, то есть до конца выпрямлять не нужно, выпрямляем ногу до тех пор, пока можем удерживать поясницу прижатой к полу. О, ну это долго к этому надо привыкнуть, чтобы прочувствовать свое тело, да? С Да, первого раза это сложно, а оно все равно обратно выгибается. Постепенно мы к этому и приходим, да, конечно. Все. Вот. Ну, обычно Разминка ребята пройдена? выполняют 1-2 круга с небольшим количеством повторений вот эту вариацию упражнений. Достаточно, чтобы просто поднялся пульс, слегка появилась небольшая отдышка,
Ну и наши мышцы, суставы все уже будут разогреты. И далее у нас начинается основная часть, которая может содержать в себе как элементы тяжелой атлетики, либо же гимнастики. Начнем, наверное, с тяжелой атлетики. Да. Есть такое, возьмем, мы пройдем сюда. Обычно новички у нас начинают с палочек. Вот. Они ничего не весят, это ПВХ-трубка. Основа тяжелой атлетики все равно будет заключаться, наверное, в базовых движениях пауэрлифтинга, то есть правильного приседания и становой тяги. Сегодня мы попробуем сделать сперва становую тягу, классическую. Ноги мы ставим на ширине таза, носки прямо. Также слегка поддавливаем к внешней части стопы, то есть собирая стопу, мы как бы собираем свод стопы. То есть у нас у большинства людей проблема может быть заключаться в плоскостопии, соответственно, вальгус, завал ноги вовнутрь, колено вовнутрь. Да? Поэтому мы стараемся сами контролировать этот момент. Поддавили, все, теперь выпрямились в одну нейтральную линию плечи, таз, колени и стопа, поймали баланс на середине стопы, то есть точку опоры, центр стопы. Смотрим прямо, у нас взгляд направлен в горизонт. Важно во время движения не шевелить головой, то есть мы относительно корпуса у нас также наклоняется голова. Мы делаем легкий подсед в коленях, толкаем таз назад, наклоняем корпус вперед. Проходим палочкой коленную чашечку, и теперь мы продолжаем наклоняться и сгибаем колено, толкаем слегка вперед, удерживая центр стопы, да, баланс на центре стопы. Отлично, довели до середины голени, теперь толкаем центром стопы, ногами проходим колено и возвращаем таз в исходное положение, напрягая ягодичные. Я это делала только в спортзале, когда там есть же так с чем приседать, да? Со Да, штангой. возможно, с бодибаром или же с штангой. Да, вот с делать. такой тоже, да-да-да. И там надо прямо почувствовать вот эту вот часть всю, да? И говорил мне тренер, когда поднимаешь обратно, нужно сжимать ягодицы. Да, да. Почему мы сжимаем ягодичные? Потому что если ягодичные будут расслаблены, положение таза может съехать вот в такое, да, и это приведет к излишнему лордозу, то есть так называемому гиперлордозу в пояснице. У многих людей эта проблема присутствует. Как раз таки, если эта палочка весила бы там побольше, да, именно вот в вертикальной плоскости создается максимальное компрессионное давление на позвоночник, на межпозвонковые диски, и если позвоночник искривлен здесь, да, то есть он вот в таком положении, Вот так, да. соответственно, неравномерное давление создается. А если я напрягаю ягодичные, подкручиваю таз, вот я прожал ягодичные, и видно, что поясница у меня остается в нейтральном положении. Поэтому мы и напрягаем. То есть, мы учим вообще изначально делать вот правильно такие вещи, чтобы потом мы Они могли... на автомате были, да? Да, они выходят на автомате, чтобы человек об этом не задумывался. Но опять же, важно, то есть, важен наработанный объем. Это как любой навык, он практикуется и закрепляется во сне. Да? То есть новые нейронные связи строятся именно во сне. Испытано на себе. Теперь вот, допустим, мы научились делать становую тягу, уже несколько тренировок отработали и в приседаниях, и в становой, и вот мы переходим к тяжелоатлетическим движениям. То есть они связывают в себе элементы плеометрики, то есть прыжковые, взрывные элементы, и пауэрлифтерские, то есть подъемы тяжестей. То есть такая связь, получается, дает в себе, например, вот знаете, да, олимпийскую дисциплину Кольца? Рывок-толчок. Рывок-толчок? Да, тяжелая атлетика. Да. Да, над головой поднимают. Вот есть упражнение рывок. Давайте попробуем его. Также мы Пока с работаем, этой палочкой. начиная с палочки, да. Нам нужно взять хват такой ширины, чтобы палочка оказалась на уровне лобковой кости. То есть она находилась у нас не в паху, не вверху, не внизу живота, а вот на сгибе тазобедренного сустава, где-то вот здесь, да. Все, на свободных плечах, руках у нас штанга прилегает к этому положению. Хорошо, теперь мы пробуем провернуть вот такой тест мобильности, проворачивая на прямых руках палочку за голову. Есть дискомфорт и хочется согнуть локти, да? Да. Если есть дискомфорт чрезмерный, не получается на прямых руках согнуть, мы берем шире. Да. Вот, и пробуем снова провернуть.
Вот. И плавно проворачиваем на прямых руках. Хорошо, аккуратно, без резких движений. Вот. Опять же, всегда есть пути отступления. Когда у человека заканчивается палочка и становится тяжело даже так провернуть, мы берем резину и проворачиваем с резиной. Вот. Но это такой тест мобильности грудного отдела. Да? А для чего это нужно? Чтобы хорошо удерживать палочку над собой, например, в оверхед позиции. То есть вот в такой, да. То есть снова берем палочку. Она у нас на уровне лобковой кости. Хорошо. Упражнение рывок. Что оно в себя включает? То есть задача поднять штангу над головой. Так как штанга может оказаться очень тяжелой и поднять ее руками остается невозможным, но мы прибегаем к законам физики и как бы пытаемся этот вес обмануть. Мы посылаем штангу ногами, то есть мы делаем рывковую становую тягу, да, проходим колено, выходим в позицию корпуса вертикали. Да, и вот как раз-таки вот эта точка подрыва у нас, да, где лобковая кость, в этот момент мы прыгаем вверх, посылаем штангу наверх и уходим под нее, проваливаемся, принимаем в оверхед позицию. Ничего себе, так легко все он это рассказывает. А что, девочки это все делают, умеют все девочки делать это в кроссфите, кто ходит? Да. Смотрите, я вот максимальным основам постараюсь показать, как делать рывок. Давайте пока положим палочку. А что, бывают ошибки, да, в это самое главное? Ну, это, конечно. да? И можно движение очень длинное, движение заключает в себе очень много этапов, и прием, и подрыв, и вот это все элементы нужно совместить все в одно движение, это как разучивать танец. То есть мы начинаем с разных этапов и соединяем все в одно. Вот. Сперва поработаем над футворком, то есть ноги у нас на ширине таза, носки смотрят в стороны. Наша задача сейчас подсесть в коленях, согнуть колени и увести в стороны корпус, оставить вертикально строго. Теперь мы чуть-чуть подпрыгиваем и разбрасываем ноги примерно на ширину стопы и приземляемся снова в подсет. То есть хорошо, собираем ноги в исходное положение, еще пару раз сделаем. Опять ширина таза, подсели коленями в стороны, смотрим прямо. Прыжок, разброс, хоп. Да, нет, прямо, да, колени смотрят? Или еще в сторону. Они должны также, еще... Да, как они у нас изначально смотрят, так же и разлетаются и смотрят вот в исход. Хорошо. Оп. Хорошо. А теперь мы здесь остановились и прыжком вернулись обратно. Угу. Стараемся вернуться, да, опять же на ширину таза. Вот эти все элементы, они со временем нарабатываются в подкорке и уже об этом думать, на автомате думать не приходится. Да. Теперь мы пробуем такой элемент разножки, то есть мы на полную стопу приземляемся в подсет и возвращаемся. Отлично, отлично. Хорошо, еще раз. Подсели. Раз, два. Хорошо. Вот. Теперь мы с вами возьмем палочку рывковым хватом. Взяли, приложили ее у нас к тазу, да, на уровне лобковой кости, широкий хват, но не настолько, чтобы она не поднималась до живота. Вот. И теперь наша задача, разбрасывая ноги в стороны, чуть ноги соберем поуже, ширину таза, разбрасывая ноги в стороны, мы подтягиваем локти в стороны к груди и возвращаемся в исходное положение. То есть вертикально подсели, делаем прыжок, разброс и обратно собираемся. Хорошо? Снова подсет, прыжок и обратно, да. И в одно движение это все выглядит так, то есть хоп. Не подняла да. руку, И подождите. движение руками кверху, Да. то есть хоп, да. И следим за тем, чтобы у нас сильно широко ноги не разлетались, на ширину плеч чуть подождите, поуже. Так. Делаю Хоп. в сторону, подождите, так, делаю так, в сторону, хоп. Вот, да, еще раз. Сильно широко старайся не разбрасывать ноги, чуть-чуть поуже, то есть хоп, хоп, вот, вот, отлично. Так, и теперь, это называется упражнение панда-пул. Я выучила панда-пул, уже хорошо. Китайская тяга. То есть в преобладающем большинстве китайцы делают вот это движение. Мне оно очень нравится, я вот за счет него обучаю своих учеников рывку именно. Дальше что мы делаем? То есть после панды-пул, разбрасывая ноги в стороны, в этот момент, когда штангу мы подтянули подбородку за счет прыжка, мы продолжаем движение вниз слегка и таким хлыстом протягиваем руки над головой.
получается, то есть сейчас мы сделаем как? 2 раза панду, и на 3-й раз мы делаем рывок, получается. Раз, 2, и на 3-й раз 3. протягиваем. Ну-ка. Сейчас бы сообразить все это еще сделать. Координация вообще бедненькая моя страдает. Итак, мы делаем Да, вертикально, подсели. подсели, Корпус вертикально. вертикально. Прыгаем в стороны и подтягиваем. Раз, 2. И на 3-й раз. Супер. Да, здесь небольшой подсет ловим, да, то есть мы А, не штангу поймали в выпрямляемся, да? подсет. Да, сразу выпрямляться не надо. И ноги чуть поуже. И то есть все то же самое девочки потом делают, но уже со штангой, да? Со штангой, Теоретически да, и это возможно. Не то, что теоретически, это практически возможно. Это возможно, да. Я думаю, мы бы с вами и Через... за месяц-полтора бы уже бы дошли бы Да, до вообще легкого страшно грифа. представить, чтобы я вот этот гриф подняла над головой. Мне кажется, это вот минутное дело, и он у меня окажется на голове. Испытано на себе. Мидбол это как раз-таки координационное движение. То есть здесь важно всегда координировать свои усилия, точно целиться, точно попадать и ловить мяч. Вот, бывают задания у профессиональных атлетов, где нужно сделать 200, там, 100 бросков подряд. 200 да. или 100? Да. И серию нужно стараться не прерывать, а за прерванную серию бросков есть какой-нибудь штраф в виде бёрпи. Кстати, мы их еще не разбирали, наверное, вы наслышаны про бёрпи, не слышали? Нет, что это такое? Такое упражнение, многие слышали про него, многими нелюбимое. Да? Мы его посмотрим, я сделаю, вы посмотрите. А это как попробуйте. штрафная бывает? Да, как бы разные штрафы бывают, вот. Это и вообще разные задания, но такое бывает, да. Так, ладно, само упражнение. Мидбол, то есть здесь нужно держать мидбол перед собой, чтобы мы видели и мяч, и мидбол всегда, и у нас руки были готовы к броску. Наша задача, мы садимся перед мишенью, расстояние до мишени нужно выверить такое, чтобы мы могли комфортно ловить его. Всегда кидаем в плоскость мишени, держим перед собой. Также выполняем. Во-первых, мы должны научиться правильно приседать. Мы с вами это сделали. Делаем правильное приседание на полной стопе. Встаем, бросаем, ловим. Бросаем, еще ловим. приседать надо? Да. И так 100 раз? Да, 100 раз. Бывает и больше. А бывают броски и выходы на кольцах вместе в комплекс. Что-то подобное, например. С ума сойти. Но опять же, это у атлетов высокого уровня. Да. Нас это не А касается. у парней высота мишени вот такая. У девушек обычно, которые продвинутые, вот такая. Новички бросают сюда, либо в стенку. Вообще, то есть не высоко. То есть мы держим перед собой мидбол, перед собой. Перед Думаете, лицом. вот он так легко выглядит, ничего подобного? Здесь 3 килограмма веса, 3 это как... килограмма, да. Не знаю, как что. Как 3 килограмма веса. И еще надо присесть с ним. Так, мы же делаем Да, носки в подходим сторону, вот так ближе. делаем, да? Да, чуть-чуть Ниже? Ближе А подходим. ниже надо приседать? Вот так прям? Да, в пол. От себя присутствует. или От вот себя, так? перед собой держим, Вот так? локти вниз. Вот так? Вот, перед лицом, да. Обычно 3-ю точку опоры я использую подбородок. Тут не обязательно. Вот, мы присел так? приседаем, таз до уровня колена, встаем, бросаем и попытаемся поймать. И потом туда бросаем? Да, А бросаем уже, когда поднялись? Да, именно мы должны передать инерцию от ног в руки и ловим аккуратно. Да, Чуть вот по лицу не получила. о чем я и говорил, что нужно координировать свой бросок, силу своего броска и точность. Можно бросить чуть полегче. Ловим. И стараемся ловить всегда перед Возле собой. лица, да? Да, и после того, как поймали, мы снова садимся. То есть пробуем бросить непрерывную серию, хотя бы из 3 или из 2 бросков. Садимся, Села. бросаем, ловим, садимся, бросаем, ловим. Вот, хорошо. Отлично. Кстати, это очень забавно и интересно, потому что ты думаешь, вроде ничего сложного, а на самом деле, когда начинаешь выполнять это достаточно сложно, но ты ощущаешь уже нагрузку в теле максимально. То есть руки тут у тебя, тут еще и координация, и тут у тебя и ноги, и ты останавливаться не должен. То есть если остановился, поймал, конечно, ерунда. А то, что нужно делать это серией, это, конечно, так интригует и захватывает дух, хочется еще раз выполнить. Прикольно, это 3 килограмма, да? Да. А потом переходите на... У девушек обычно это 6 килограмм, да, средняя тяжесть мидбола. Здесь написано 14, но это в фунтах. Попробуем просто подержать.
Вот И такой- тоже это такой бросать бросают. надо и ловить. Это бросают, да, и ловят над головой. Точно. Если бы я бросила, меня бы уже придавило и лежала бы. Так, ну прикольно. Это мальчики, да? Это нет, это девочки. Это девочки Да, делают? Мальчики вот это делают. Аккуратно. Даже просто потаскать по залу можно походить, это тяжело. Ой, здорово, конечно. Но вот это интересно. Я, кстати, когда вот, ну, примерно ассоциация, что такое кроссфит, у меня вот постоянно вот эти мячики почему-то в голове ассоциировали. Вот именно что, ну, конечно, крутятся здесь они у меня в голове ассоциации. Вот это и вот эти кубики. Все время что-то с этими кубиками Да, делают это они. у нас А ноги-то подзабились, товарищи, уже все. да? Ощущается, да. это у нас бокс, коробка, по-разному называем. Прыжки на короб 60 сантиметров стандарт прыжков у мужчин, опять же у подготовленных, и 50 сантиметров у девушек, опять же тоже подготовленных. Не все у нас прыгают, если есть у человека противопоказания, он не прыгает. Мы заменяем движение на совершенно другое, возможно, на зашагивание. Да, ну то есть различные бывают. Ну, а зашагивание что, И сложно, сюда что можно ли? зашагивать. А что, сложно это? Ну, да. Да? А что, не сложно же? Или это надо 100 раз тоже Но сделать? можно сделать больше, а можно сделать зашагивание с гантелей на плече. Это будет сложно. Уже И будет все на одну сложнее. ногу делается или на две ноги? Меняя ноги. Бывают перешагивания, то есть нужно сделать, То есть это подъем, такой универсальный перешагивание. спортивный снаряд, да? да, сам прыжок, то есть Ой, на мамочки. полную стопу мы запрыгиваем. А, Но мы сейчас прыгать нет, не будем я не сюда. смогу точно, я даже уже, вот так даже мне уже... Как мы готовим Вот это- людей к прыжкам, да? Если я вижу, что человек достаточно сильный, и девушка может запрыгнуть в теории на эту тумбу, но никогда не прыгала, или же прыгала раньше и падала, у нее есть подсознательный страх. И лицо разбило когда-то, Мы да? начинаем с малого. Хорошее приземление, выпрямление и сшагиваем. Подсели, прыжок. Хорошо. Все подсели, да? Подсели и, внимание, работаем руками. То есть мы должны создать инерцию вертикально вверх. Ага. То есть мы подсели, мах, прыжок и руки вверх. Подсели. Туда руки. Не Да. то что-то, Можно координация не работает. Чуть-чуть назад руки. Вот, подсогнули. Выпрямляемся и наверх машем. Вот, отлично. И надо жестко туда встать, да? Ну, стараемся амортизировать коленями и тазобедренным суставом. То есть Чтоб не не- втыкаемся, чтобы ударная нагрузка не ушла в позвоночник. Аккуратно. Вот, желательно чуть помягче приземляться. Я как слон просто падаю, да? Нет, ну ты же концентрируешься. Но опять же, это потому что я делаю все в первый раз. Да. А когда ты это делаешь, наверное, постоянно, уже легкость появляется Ну, какая-то, конечно, да? конечно. А сейчас же концентрируешься на всем, да? Вот, отлично. Вот так. И так делают девочки. Ну да, делают и тоже в комплексах бывает огромное количество раз могут сделать. Вот, это я к тому, что виды масштабирования, опять же, человека никто не заставит А, это прыгать про на то куб. масштабирование, про которое мы говорили, да? Да, вот на 1, на 2 человек сегодня прыгает. Через месяц он прыгает на 3, через еще месяц на 4. Добавляем, и со да? временем приходит к тумбе, потому что появляется и уверенность в себе. И что он легкость, может- и а не может как прыгать. слон, да? То есть Вот. вот так делаешь, да? Опять приседаешь. Подсаживаемся и с полной стопы мощно выпрыгиваем. Хорошо? И вот Да. так, и еще потом, и так выше, 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 выше. выше, и Каждый да. день все фиксируешь, а потом дойдешь и до коробочки, так сказать, до этого бокса. Ну и там уже почувствуешь себя королевой кроссфита. Так, смотрите. Ой. Так, ручку пока ставим. У нас есть подвижный элемент сидушки. Мы ставим ноги в паз, упирая пятки вот в эту пластмассу. Да, если мы говорим, подождите, для начала о полезности. Ну, сел ты на эту, понятно, что это как на какую-то выносливость, но самое главное, это для проработки мышц или это что, это жиросжигание, что это? Да, это кардиотренажер То есть для сердечка все-таки. для сердечка и для мышц, конечно. То есть у нас мышцы, они адаптируются по-разному. Даешь стимул силовой, мышцы адаптируются к силе. Даешь стимул постоянной кардионагрузки какой-то, он адаптируется под кардионагрузку. Вот. И в кроссфите как раз-таки, так как тренировки разнообразные, мышцы адаптируются ко всему постепенно. Вот. Ну да, это кардиотренажер. Мы ставим ноги, затягиваем лямки, чтобы стопа была зафиксирована. Хорошо. После чего Раз зафиксирован, значит, что-то сейчас будет съезжать, есть вероятность, да? мы берем ручку. Берем ручку. Да. Выпрямляем спину, давим ногами полной стопой
корпус чуть назад и подтягиваем руки к солнечному сплетению. Вот сюда? Да. Теперь отпускаем руки, подъезжаем корпусом. Нет, чуть назад. чуть-чуть. Да. Корпус, потом ноги. Вот. Выравниваемся, толкаем снова ногами. Корпус, руки. Руки, корпус, ноги. Ноги, корпус, руки. Тут- Стараемся последовательно работать. Руки, Руки, корпус, ноги. Руки выпрямляем, расслабляем. Выпрямляем. Толкаем ногами. Корпус. Целая потом руки. система. А я думала, ты все так легко сидишь, ты вот так делаешь, Ну, туда-сюда, конечно. туда. А тут надо все правильно делать. Правильная Оттянули. последовательность включения мышц помогает нам выдавать максимальный КПД на гребле, то есть максимальную мощность. Так, ну, ассалт-байк у нас. Сейчас я его вытащу. Вот сюда. Мы на него сядем. Здесь, в принципе, ничего сложного. Вот здесь техники как таковой нет. То есть мы просто выставляем сидушку по уровню тазобедренного сустава. Вот подходим, пробуем, смотрим. Прощупываем свой тазобедренный, да? Он Ну, ниже. уровень таза или тазобедренного сустава. Примерно здесь. Пробуем сейчас сесть на него. Ну это же простой велотренажер, нет? Да, но он работает и руками. И ногами, и руками. Ага. Так, в нижней что-то точке, запищало. в нижней точке у нас нога должна слегка недовыпрямляться. Значит, нам надо чуть-чуть пониже. Еще ниже, потому что мне далеко, да? Да. Вот на тройку мы ставим и пробуем. Так, еще бы не вольтануться отсюда. Так, села. Вот так. Да. И крутим педали вперед вместе, работаем вместе с руками. Он сейчас раскрутится, станет немного Отсюда легче. что-то дует, это нормально? Да, это вентилятор, он нас как раз обдувает, охлаждает. Но эти лопасти дают сопротивление воздуху и становится сложнее работать. И так Чем сидишь, Да. а тут усложняется что-то, нет? Или так? усложняется это все тем, что чем сильнее мы начинаем работать, тем больше сопротивления он дает. То есть чем быстрее, тем... Да. Ой, что-то вот это вот пугает вещь, как будто что-то вылетит в лицо сейчас. Ну, только воздух. Да, Кроме да, воздуха только ничего не вот. выйдет. И вот так, значит, крутишь, вертишь, Да. и опять же это тоже все ноги начинают уже Ноги ощущать. и руки, да. Ноги очень А быстро руками, а руки развиваются. просто держатся, или ты ими прям должен Ими работать? вместе с ногами вкладываемся, тогда мы почувствуем, что станет легче набирать темп. Итак, ты сидишь сколько примерно минут, если в тренировочку даете? В Мы среднем? его используем в качестве разминки, можно 5 минут посидеть, разогнать ноги, там, пульс поднять. А так в комплексах мы в основном работаем на колораж. То есть, видно, вот мы сделали 2 калории. Уже. 2 калории 2 за калории, 50 это секунд. если по продуктам, то это что? Ну, это, кусок хлеба? наверное, Нет, Нет? я думаю, это где-то Крошка хлеба. 0,5 грамма сникерса, что-нибудь такое. Да, то есть, но сжигать калории сложнее, чем набирать, к сожалению. Да. То есть вот это такой тоже интересный спортивный объект, Чувствуется, который... да, что пульс поднялся, стало Да, тяжелее дыша. дышать и говорить. Вот это, хотя я просидела тут всего ничего, там минутку, слышишь, вот это уже начинается отдышка. Да. Ну и, конечно, если руками, ногами, то, в принципе, ну, это работает. И вот получается, если мы сейчас, подведя итог, да, всей нашей такой, ну, какой-то очень быстрой тренировки, хотя, оказывается, уже прошло очень много времени, да, кроссфит все-таки, да, это такая, в целом, это комплексная программа. Комплексная программа, это, можно сказать, образ жизни. Ну, люди начинают фанатеть от этого, то есть это становится частью жизни. Ты приходишь сюда расслабиться после тяжелого рабочего дня. Расслабиться, Да, представляете, да, вот так вот представляете, мячики по 30 килограмм пошвырять, там на Это кольцах так и посидеть, ты работает на самом деле, расслабился. потому что ну, физическое напряжение, оно избавляет умственное и психическое напряжение, правильно? Вот так вот. Да, то есть ребята сюда, девочки и мальчики, приходят и отдыхают, несмотря на то, что это достаточно так тяжело физически. Но на самом деле, вот я, например, для себя отметила, вот мне было бы действительно интересно работать в команде, ставить определенные цели, добиваться их, соревноваться немножко с кем-то, с другими. И в целом пробовать себя в разных направлениях, потому что вдруг мяч бы получался лучше, а вдруг бы в себе открыла какие-то скрытые, да, моменты. Может быть, я прыгала бы на этот короб, как, не знаю, обезьянка туда-сюда, и мне бы это все давалось легко, лишь нужно было бы найти хорошего тренера. Но в целом спасибо большое за
такое испытание, раз уж у нас проект называется «Испытано на себе», потому что действительно это испытание. Мы много говорили, мы много попробовали, но, конечно, как я вначале сказала, пожалуйста, побережнее со мной, поэтому спасибо тренеру, что сегодня относился ко мне бережно. Но в целом кроссфит – это интересная история, поэтому я думаю, что многим нашим телезрителям стоит просто лишь прийти и попробовать. Испытано на себе.